2020 стал непростым для спасателей. Хотя в целом по году пожаров было меньше, чем годом ранее, причем почти на 100, тем не менее в огне погибло все же немало людей – 56. А еще республика пережила небывалый потоп. Итоги на пресс-конференции сегодня подвел руководитель управления МЧС по Коми Алексей Пархамович. Елена Кононова подробнее. Вот так начался 2020 для спасателей Коми. Серия взрывов на Ухтинском НПЗ и пожар. Горела целая 1000 квадратных метров. Впрочем, с непростой задачей спасатели справились и не допустили перекидывания огня на рядом стоящие объекты. Были силы направлены на недопущение распространения пожара. Там находилась вблизи эстакада нефтеналивная. На ней находилось 64 вагона цистерны с светлыми и темными нефтепродуктами. Силы и средства занимались охлаждением и совместно с РЖД проводили эвакуацию вот этих вот цистерн с путей. В дальнейшем уже из-за того, что была угроза взрыва, силы и средства находились на значительном удалении. К счастью, тогда обошлось без жертв. А вот в Воркуте на шахте Заполярная-2 6 марта этого же года на глубине 900 метров в результате выброса метана все же погибли люди. 2 человека так и не вышли из забоя. На следующий день всю республику потрясло новое происшествие. Дорожная авария в Сосногорском районе. Она произошла на пути к Троицко-Печорску. Из 8 человек погибли 6. Водитель автомобиля «Рено Меган» к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался всего 7 раз. В 2018 году по решению суда был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения до мая 2020 года. Еще одно ЧП на шахте, но уже на Яриге. 1 ноября там в уклонном блоке начался пожар. Эвакуировали 80 сотрудников. 2 не нашли. Работы по стабилизации обстановки продолжаются до сих пор. Устанавливаются дымозащитные, газопонижающие, перегородки, взрывы пожароопасные. Затопление шахты прекращено. Подается специально, нагоняется туда углекислый газ для того, чтобы можно было погасить пламя. Продукты горения непосредственно, чтобы потом произвести добросовестно откачку воды, и найти тех 2 человек и определить причины происшествия на данной шахте. Во время паводка сотрудникам МЧС тоже пришлось несладко. Алексей Пархамович как раз возглавил республиканское ведомство. В этом году подтопление населенных пунктов происходило практически одновременно и в южных, и в северных районах. По некоторым гидропостам уровни воды даже превысили исторические максимумы. По словам старожилов, такого потопа они не видели больше 30 лет. Но тем не менее спасатели справились со всеми трудностями. И если без материального ущерба обойтись не удалось, то человеческие жизни были спасены. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.